Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, а вернее на его планы, что он по поводу вас там себе планирует, да, какие планы у него по поводу вас созрели. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух обратитесь к нему и спросите, что же ты там планируешь по поводу меня, что делать будешь, да, какие твои следующие действия. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какой тут мужчина интересный. Ах, мужчина очень умный, и мужчина привык во всем полагаться на свою логику, на свой разум, на умение считать и высчитывать, просчитывать наперед. Очень такой, знаете, педантичный, скрупулезный, и вот он пальцем даже не пошевелит, пока он там все не просчитает, да, а стоит ли шевелить, в какую сторону надо шевелить, какие будут последствия, что я от этого получу. Такой, знаете, вдумчивый человек. Это как бы и неплохо, да, но с другой стороны, прям во всех его действиях какой-то есть расчет. Он очень материальный человек. Вот для него материя — это прям все, это аргумент, это то, к чему он стремится. И очень часто, кстати, забывает о душе. В отношениях он такой суховатый, сухарик, я бы даже сказала, да, вот как бы и нежности особой нет, даже в интимной жизни, вот ему бы лишь бы свое получить, а то, что там женщина довольна, недовольна, это как-то уже не важно. Женщина в принципе должна быть априори довольна, да, потому что он вот ого-го какой мужчина. В общем, считал он, девочки, так считал, никогда его расчеты не подводили, пока он не встретил вас. А вот тут, конечно, очень многое для этого мужчины открылось. Открылось то, о чем даже и не знал, и не думал, и не подозревал. Как-то у него не получается сейчас рассчитывать, потому что все его планы, все его расчеты идут по боку. Знаете, как хочется сказать, не на ту нарвался, да? Не на ту нарвался. Здесь показано, что вы женщина очень чувствительная. Это я так говорю в общем. Вообще мне идет, что вы женщина-интуитка, что вы женщина наделенная очень незаурядными способностями. Может быть, вы сами на словах этого объяснить не можете, но вы всегда сердцем чувствуете. Мужчину вы прям сразу почувствовали, что он такой немножко зажатый, что он сухарик, что он всегда ищет какую-то выгоду, даже в любви пытается найти. Но это как бы абсурд, это неправильно. В принципе, такого быть не может. Да, в любви не бывает выгоды. Либо ты любишь, либо ты, по расчету, да. Вы его чувствуете, и у меня такое впечатление, что вы с ним играете, да, вот как будто бы, не кошка с мышкой, скорее как, взрослый человек с маленьким ребенком. Вы знаете, как с ним играть, вы знаете, как его мотивировать, вы знаете, как его даже в какой-то степени, я не знаю, проучить, да. Вы часто это делаете очень успешно. Вы его чувствуете настолько четко, да, вы понимаете, даже слышите его мысли в голове. У него не получается с вами хитрить, у него не получается вас обмануть, у него вообще с вами ничего не получается, да, потому что вы всегда на несколько шагов впереди него. Вы его читаете как открытую книгу, а он этим похвастаться не может. Вы для него большая загадка и большой секрет. Представьте, да, человек прагматичный до мозга костей, который все привык переводить в материю, в счет, в цифры. Он на вас смотрит, и мозг у него взрывается. Но потому что у него такого еще в жизни не было. Те женщины, которые были до вас, они были максимально простыми, максимально понятными, и он как бы, знаете, пальцем щелкнул и все от них получил.
Вот. А с вами так не получается. С вами сплошная какая-то загадка, которую нужно бесконечно разгадывать и еще больше да, погружаться в эту загадку, да, больше запутываться. Это его очень увлекает, это его очень манит, соблазняет, и этот мужчина все сильнее и сильнее в вас влюбляется. В попытках вас покорить, в попытках вас раскусить, разгадать, этот мужчина, он влюбляется, он сам себе отчет в этом пока не отдает, он себя успокаивает тем, что вы очень элегантная, очень красивая, что мужики ему завидуют, да, что вы обратили на него внимание, что вы, ну, типа, его женщина. Также он видит, что вы очень самостоятельная, да, вы никогда не будете сидеть там и ждать, пока вам кто-то что-то сделает. Вы всегда ситуацию держите в своих руках. Вы, я так понимаю, и работаете, зарабатываете, и там гвоздь можете сама вбить, да. То есть вас не нужно куда-то возить, вы сами себя прекрасненько можете отвести. То есть вы женщина-загадка, женщина-секрет, манка и желанная. Вот. Как бы он тут планы не строил, все равно у него ничегошники не выходят. Все планы у него рушатся. Ну вот смотрите, основной его план это был вас покорить, сделать вас своей карманной девочкой, да, чтобы у него карманчики сидели, такая послушная, ждущая, принимающая и выполняющая его волю. Но этот план, он у него прям крахом пошел, таким крахом, что мужчина там несколько дней в стрессе ходил. Он такой, блин, как? Ну почему? Вроде вот вы ему улыбаетесь, вроде вы и отвечаете на его чувства, но опять же, вы какая-то отстраненная, вы загадка, женщина-звезда. Вот не получается. И вот в этих процессах, да, покорить вас, он сам вам покоряется. Вот он пока этого еще, опять же, не осознал, не понял, но это уже происходит. Еще раз говорю, вы им играете, вы с него веревки вьете. Это прям четко показано. Все вот эти жизненно важные веревочки, они в ваших руках. И когда вам надо, вы дергаете, но вы не злоупотребляете, вы не такая. Вот. Что касается вас, чего вы хотите? Вы честности хотите. Вы хотите честных, прозрачных отношений. Вы хотите надежного и стабильного мужчину рядом. В принципе, да, этот мужчина, он выглядит надежным и стабильным. Но, девочки, сам себе на уме, как бы вам это не надо, вам нужен честный партнер, который доверяет и партнер, которому можно довериться. Хотя вы, я вижу, что опыт у вас тоже был, и вы пришли к выводу, что мужчинам все-таки до конца доверять нельзя. Вот, видно, больненько вам было, да, больно кто-то вам сделал. Ну, ничего. Главное, что вы понимаете, что нужно и как нужно это делать. Вы мужчину обыгрываете, вот 100%. Смотрите, первый план покорить, он был очень неудачный. Уже как бы это все рассыпалось. Второй его план был втереться вам в доверие. Сделать так, чтобы вы ему прямо во всем верили. Но, опять же, не получается. Здесь мужчина пару раз пытался вас провести, пытался, не буду говорить, что обмануть, хотя, в принципе, да, это так и есть, да, где-то он пытался схитрить, лукавить, а вы, максимально быстро это все разгадывали, и вы прям в лоб ему говорили, что вот, а я знаю, а я вот прям уверена. Чем вы его действительно, девчонки, напугали? Он такой, блин, точно мысли читает, точно, она явно ясновидящая, либо она явно колдунья, да, она читает мысли, она видит будущее. Вот эти все попытки вас обманывать он решил прекратить, потому что эти попытки вы разгадываете, и это, опять же, бросает тень на его благородное имя. И вот теперь у него новый план. Новый план заключается в том, чтобы вас максимально как-то расположить, задобрить, чтобы стать для вас, как правая рука, да? Как две правые руки. То есть, чтобы вы не смогли без него обходиться, стать для вас жизненно важным человеком. Он хотел бы, чтобы вы полностью, наверное, от него зависели. Но вот мужчина как бы вроде и умный, да, вроде и считает, но вот он не понимает, что такого никогда не будет. Никогда вы ни от кого зависеть не будете. И это, скорее всего, даже самое первое, чего вы хотите избежать, да, зависимых отношений, созависимых отношений. Вот. Сейчас у него тут попытки окружить вас полностью там, заботой и любовью, исполнять все ваши желания.
прикинуться тут прям палочкой-выручалочкой. Но опять же, я думаю, что вы сердцем чувствуете, что это все неспроста. Да, вы не верите в такие сладкие отношения, не верите. Но опять же, опыт показано, что был. Вы удивительная женщина, опять же, знаете, чувствуете наперед, и какие бы планы этот мужчина не строил, пока эти планы не устраивают вас, им не суждено исполниться. Вот как-то так показано. Вот когда он начнет строить планы на то, чтобы быть верным, преданным, любящим, создавать вам максимальный уют, отдаваться в этих отношениях целиком и полностью. Вот тогда, да, вот тогда эти планы исполнятся. Но пока мужчина до этого то ли не дорос, то ли не созрел. Знаете, как все впереди. Вы ведь не только с ним играете, вы ведь в игре в этой его воспитываете. Вот серьезно говорю, что бы этот мужчина ни задумал, вы всегда, девочки, его обыграете. Вы всегда будете на несколько шагов впереди. Вот такая вы уникальная. Этим вы его соблазняете, этим вы его маните, этим вы его в себя влюбляете. Вообще мужчина еще так и не понял, да, насколько сильно ему повезло, насколько уникальная женщина досталась именно ему. Ему бы сейчас, да, в храм ходить, да, Боженьку благодарить, что вы на него внимание обратили, а не какие-то коварные планы строить. Да, ну пока еще не понял. Ну, сделайте ему скидочку, да, он все-таки, ну, не глупый человек, он развивается, опять же, очень многое от вас берет. Очень во многом, кстати, к вам прислушивается, к вашим словам, к вашим, может быть, каким-то умозаключениям. И еще, мои хорошие, здесь вот показано, что мужчина планирует какой-то досуг для вас двоих. Может быть, куда-то поехать, может быть, где-то побывать. Но вы не соглашайтесь, потому что он вас везет туда, где ну, он сможет доминировать. Не знаю, может быть, какая-то другая страна. Он, например, знает язык, а вы не знаете. Может быть, какое-то место, да, вот какое-то глухое, может быть, да, что особо оттуда не выберешься без него. Вот, вы переиграете его в очередной раз. Скажите: да, я с тобой поеду, мы с тобой будем отдыхать, но я выберу сама. Вот выбирайте сами это место. Вот он вам скоро будет предлагать, может быть, сегодня, может быть, завтра, какой-то отдых, вот вместе куда-то поехать. Идея хорошая, но должен быть именно ваш вариант. А вообще здесь такой вам совет показан. Планируйте сами за него и давайте ему эти мысли, подавайте ему, как будто бы это его. Вы можете это делать, вы должны это делать. Пока мужчина не дошел до вашего уровня, да, берите штурвал на себя. Да. Пусть он думает, что это он придумал. Пусть он думает, что это он придумал и реализовал этот план. Да. Вот ему так будет и легче, и проще. Да и вам будет тоже полегче и попроще, потому что мужчина будет плясать под вашу дудку, даже не сопротивляясь. Мужчина влюблен, влюбляется с каждым днем все сильнее и сильнее. Ну а вы, я вижу, с ним весело проводите время. Вы свое мастерство на нем оттачиваете, ну и развлекаетесь. И это все здесь показано. Что бы он ни планировал, вы всегда на несколько шагов впереди. Все планы, которые хоть чуть-чуть против вас, либо вразрез вашему счастью, вот прям им не суждено исполниться. Тут еще показали, что у вас очень сильный ангел. Причем ангел, который не только защищает, но и подсказывает. Вот, и это очень замечательно. Мои милые, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.